В последнее время мы, авары, часто слышим от представителей тюркоязычных племен, некогда начавших заселять предгорные и равнинные территории Северного Кавказа, а теперь уже считающими себя аборигенами этих мест, заявление о том, чтобы, дескать, авары освобождали равнину и уходили жить к себе в высокогорные районы, откуда, дескать, авары начали спускаться буквально в 60-х годах прошлого столетия. А до этого, дескать, аварские горцы жили в горах, пока не начали спускаться на равнину и не захватили эту так называемую кумыкскую плоскость. Но так ли это? Давайте проверим. На рубеже XIX века в Гельбахе имелось 3 крупных землевладельца. Прежде всего, это Карасул Мухаммад Айтимиров, владевший 3 десятинами земли в окрестностях современного селения Султан-Ингиюрт, в том числе и теми, на которых расположено современное селение Комсомольская и восточная часть города Кизилюрт. Также некий аварский землевладелец по имени Беки, сын Мухаммад Али, также владел в окрестностях Султан-Ингиюрта 500 десятинами земли, но уже севернее этого же селения. Наследникам еще одного богатого землевладельца Хизри Магоматова принадлежало 570 десятин, расположенных на том месте, где сегодня расположено современное селение Султан-Ингиюрт. В дальнейшем этому Беки удалось увеличить свои владения. В 1899 году он купил у князя Казаналипова 5800 десятин. Из них 2280 десятин земли составляли земли селений Салиатары и Хаджидада. В этой местности сыном Беки Амусакаем в самом начале XX века было основано селение Хаджидада. Прежде заросшие камышом болота были им высушены и введены в сельхозоборот, после чего сюда начали переезжать и другие жители Гелбаха. В дальнейшем, после советизации в 1920-х годах, сюда были заселены кумыки из сел Кази-Юрт и Шамхал-Янгиюрт, которые вскоре численно начали доминировать в этом селении. И это лишь малая часть тех фактов, в том числе и архивных, которые, мягко говоря, ставят под сомнение тот уже, как кажется, кумыкским национал-патриотам якобы факт, что земли на равнинах и предгорьях Дагестана – это есть суть исконно кумыкские. И на этих землях до них никто никогда не жил. В дальнейшем мы предоставим еще больше доказательств того, что предгорная и равнинная часть современной Республики Дагестан, а в частности современные Кизил-Юртовский, Хасав-Юртовский, Кумтаркалинский, Буйнакский и Баба-Юртовский районы Республики Дагестан, являлась местом, где аварские племена имели свои поселения. И также напоминаем кумыкам, что история их расселения на этих территориях начинается с XV века. А авары на предгорьях и равнинах жили задолго до них.